Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Весна – время обновления, периода вдохновения и новых планов. Весна – это синоним женственности, красоты и начала новой жизни. Посвящается женщинам. Такова тема разговора сегодня. А наш гость в студии Гаврил Парахин, лидер Якутского регионального отделения Либерально-демократической партии России. Гаврил Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня изъявили желание поговорить о прекрасной половине человечества, о женщинах. Откуда у вас такое настроение? С чем это связано? Так вот, только вы уже начинаете поднимать настроение, потому что вы женщина, и уже рассказали, что весна, хорошая погода, и, естественно, должно быть хорошее настроение. Но этот, так назовем, момент, связанный с нашими женщинами, да, сегодня, это же не только, назовем так, цветы, да, это самое главное внимание, которое на самом деле мы уделяем все меньше и меньше. И вот буквально на днях, 12 марта, прошло заседание выездной фракции в Подмосковье. И, естественно, мы, все депутаты от всей страны собрались там для того, чтобы поговорить как раз на эту тему, на тему женщин. И это выездная фракция, в которой принимали участие и депутаты Государственной Думы, и наш руководитель партии Леонид Эдуардович Слуцкий, и все руководители фракций нашей страны в разных регионах приехали для того, чтобы обсудить этот очень важный, я считаю, очень значимый момент. Поэтому я сегодня здесь и хотел так коротко рассказать, что мы обсуждали, к чему мы пришли. И мы понимаем, что проблема на самом деле глобальная. Мы сегодня очень мало внимания уделяем женщинам, мы очень мало внимания уделяем одиноким женщинам, мы очень мало внимания уделяем женщинам многодетным, мы очень мало уделяем внимания женщинам, которые потеряли своих кормильцев, не просто так развелись. А сегодня, вы знаете, идет специальная военная операция, и тоже вопросов очень много. И поэтому, касаясь вот этих тем и углубляясь в них, мы понимаем, насколько сегодня руководство, государство наше не то что не дорабатывает, а, наверное, не видит и не хочет видеть те проблемы, которые существуют у нас и женщин. Итак, каково положение женщины в современной России, на ваш взгляд? Но вот мы коснулись, да, что сегодня на самом деле есть женщины, которые занимаются воспитанием детей, да, особенно одинокие женщины, да, они и не одинокие, сегодня очень много занимают денег и очень сильно попали в такую называемую кредиторскую кобылу, да, и очень много сегодня женщин, которые банкротятся по этой теме, это 53% женщин, и это в возрасте, к сожалению, 50 плюс, аж до 70 лет. Это те женщины, которые сегодня воспитывают не только детей, но уже и внуков. Это те женщины, которые воспитывают не одного ребенка, а от 1 до 3 как минимум. И касаясь нашей республики, к сожалению, у нас это тоже проблема существует. И мы должны как бы четко видеть и понимать, что если мы не обратим на это внимание, то никто не обратит внимания. Еще при Жириновском, Царство Небесное, да, мы поднимали вопрос, то, что сегодня женщины лишены поддержки по поводу взыскания алиментов. Да. Мы уже давно говорили и будем поднимать этот вопрос, что сегодня все-таки государство должно выплачивать алименты, а потом искать тех недобросовестных плательщиков по алиментам, которые там, неважно, это мужья или это жены, да, потому что сегодня одинокие отцы тоже есть, но мы сегодня говорим все-таки про женщин, поэтому будем углубляться там. И действительно, эта проблема очень серьезная. Мы хотим сделать так, чтобы и будем об этом говорить, и будем писать, и будем включать законопроекты, что все-таки процесс ребенка, когда женщина осталась одна, и ребенок стал совершеннолетним, да, это не означает, что дальнейшая его судьба ложится тоже на него самого, да, на то обучение, которое он должен получить. Дай бог, если это бесплатное. Но сегодня мы говорим о том, что многие хотят учиться дальше, и не получается бесплатно. Кто дальше будет поддерживать? Это одна мама, она, естественно, никогда не сможет содержать и воспитывать студента в такое сложное время, чтобы он получил достойное образование. А достойное образование нашему подрастающему поколению — это будущее нашей страны. И это тоже очень важно. Поэтому то, что касается вообще работы, насколько сегодня, оказывается, женщины ущемлены, они получают по статистике на 30% меньше, работая так же, чем мужчины. А если она ушла в декрет,
И потом ей очень тяжело вернуться, она считается вообще в этом отношении еще больше ущемлена, потому что та зарплата, которая действительно ей достойна, да, она ее потеряла, раз. А второе, очень трудно потом войти обратно в то русло после того декрета, который есть. Ну и кредитные ставки, особенно для предпринимателей, мы отдельно это я сейчас еще коснемся, я думаю, да, кредитные ставки по ипотеке, кредитные ставки многодетным, я считаю, что тут должны вообще обнуляться, а на территории нашей республики это 100%. Но сейчас более конкретно, какую точку зрения придерживается партия ЛДПР в отношении положения женщин в обществе? Ну, я вот уже как бы повторил, да, у нас сегодня на самом деле проблема заключается в том, что просто те женщины, которые сегодня хотят или готовы двигаться вперед и идти в ногу со временем, назовем так, да, они получают, естественно, постоянно какие-то препоны, да, и, естественно, у них получается так, что они не полностью видят какую-то поддержку со стороны руководства нашей страны, нашей республики. Они не видят, видят только бюрократические, назовем так, помехи, связанные с вообще организацией дальнейших продвижений. Даже касаясь просто психологической поддержки, касаясь даже поддержки моральной, такого нету. Сегодня женщина, которая родила, к сожалению, да, о ней все забывают, начинают думать о ребенке. А чтобы сопровождать ее дальше, да, этот вопрос тоже на самом деле остается очень такой серьезный, потому что даже сравнивали по статистике, сегодня ребята, опять мы касаемся СВО, которые находятся в зоне СВО, находясь там, получают такой же практически стресс, как женщина, которая родила после родовой истории. Да. Но сегодня, к сожалению, мы говорим о том, что ребят мы будем встречать, нам нужны психологи, и нам надо, чтобы были бесплатные юридические услуги, чтобы были психологические бесплатные услуги. Это мы пытаемся сделать, но, к сожалению, вот тут сразу берем сравнение. Женщинам это не, сегодня только об этом мы начали говорить. И это, естественно, на самом деле неправильно, потому что, опять же, я вот пришел, да, и спасибо, благодаря, наверное, все-таки преддверии выборов, да, начинаются такие, назовем так, частые встречи, наверное, и с вами будет, да, и не только с вами на этом экране и в этой студии, да, но благодаря выборам мы сегодня все-таки будем касаться моментов, где можно будет сказать, и, надеюсь, власть услышит, для того, чтобы вот такие вещи, связанные даже с простой юридической помощью и поддержкой после родов женщин, которые ушли в декрет, особенно одинокие женщины, это очень важно для нас. И мы должны это, естественно, говорить об этом и поддерживать. А то, что касается вообще в целом по поддержкам, да, я могу просто, так вот зачитать, да, что, простые вещи, доступ к врачам без очереди, да, то есть это однозначно должно быть. Элементный фонд создать, я сейчас говорил про элементы, да, про конкретные, да, то есть государство должно платить сразу, а потом уже, чтобы не было бюрократических препонов, а с должников взыскать потом. Кредитный мораторий для мам, да, это как бы такие вещи, которые сегодня, они не должны банкротиться. Я говорю, что 53% женщин сегодня банкротятся, я повторяюсь. Детские социальные счета для пособий защищены от приставов и списаний. Да, снятие барьеров по пособиям роста на доход на рубль не должен лишать помощи. То есть сегодня семья, которая имеет пособие, да, если не так получила на рубль, там, на 10 рублей, неважно, на 1000 больше, она лишается этого пособия. Такого не должно быть. Это очень важный инструмент. Кстати, об этом говорил Путин, но мы его к этому подтолкнули, потому что мы, партия ЛДПР, делали средства и об этом говорили. Про предпринимателей, женщины в сфере предпринимательства, да, они на самом деле очень такие серьезные предприниматели. Женщины — это те, которые ответственно относятся к своему бизнесу, да, и они, к сожалению, сегодня занимаются в сфере, небольшой круг, да, у них в этом бизнесе, только услуги в основном это у женщин, да, это мы сейчас говорим салоны красоты, да, там, и услуги, связанные вообще с женской темой. И там небольшая маржа, где можно зарабатывать на самом деле не на очень много. Тут надо, по идее, сегодня от НДС освободить, потому что посмотреть,
подойти четко к этим видам деятельности для женщин, которые смогли бы, действительно занимаясь этим бизнесом, они это делают очень качественно, очень продуктивно, решить этот вопрос. И сеть кризисных центров, я тоже уже об этом говорил, это юристы, психологи, карьерный специалист для выхода из трудностей. То есть когда человек, особенно одинокая женщина, попадает в трудности, неважно какие, да, все-таки нужна поддержка, потому что если мужчины нет рядом, это на самом деле большая проблема. Ну что ж, и вот тоже интересный вопрос, как думаете, почему так мало женщин представлено в коридорах власти? Ну вот потому что, если, а мы же сейчас говорим о демографии, о рождаемости, да, и человек, который женщина родила, она же, естественно, сегодня 99%, там, ну 90%, это она сидит с детьми, а не мужчина, мужчина идет работать. Естественно, у нее прерывается ее карьерный рост. Если она хорошо начала работать на заводе там, по определенной специальности с низов и пошла вверх, ну, родила одного, потом второго, да, у нее идет в любом случае пауза, да, идет разрыв. Естественно, показать до себя и раскрыться в самом рассвете сил она не может, она находится дома. И поэтому, мое мнение, сегодня нету такой возможности идти выше и выше. Хотя сегодня во власти, в руководстве мы видим, становится женщин все больше и больше, и депутатов, и членов Совета Федерации, и у нас спикер член Совета Федерации. Поэтому в этом отношении нужно будет, конечно же, как бы тут обратить особое внимание, и это основная причина. Потому что сегодня, если мы не займемся яслями, если мы не займемся детскими садами, которых нас не хватает, мы никогда эту ситуацию на самом деле не выровняем. И сегодня нужно поддерживать, мое мнение, в этом направлении частные детские сады, частных предпринимателей. Это тоже, опять же, мы даем возможность женщинам в этих услугах участвовать, потому что сегодня многие детские сады и детские школы, да, частные, они сегодня возглавляют, ну, это именно женщины. Это тоже очень хорошо. И мы тоже должны вот на это дело обратить особое внимание. В чем вы видите предназначение женщин? Я так поняла, что именно в том, чтобы продолжать род? Ну, это естественно. Я сам отец 3 детей, и сегодня прекрасно понимаю ту роль, которую моя супруга выполняла на последние там, уже 36 лет. И мы как бы говорим о том, что действительно будущее нашей страны, будущее нашей республики, будущее вообще всего, это, конечно же, женщины. И, конечно же, пользуясь случаем, я хочу все-таки еще раз поздравить с весной, с хорошим настроением, рассказать, что мы и сказать, что мы сегодня не просто поддерживаем, да, партию ЛДПР, я как отец и как муж, и как предприниматель всегда готов пойти на то, чтобы сегодня облегчить ту участь, которую сегодня на самом деле после, назовем так, потери кормильца, после родов, после рождения 3-го, 4-го или 5-го ребенка, да, мы говорим, это очень хорошо, и это нужно делать, они становятся, ну, назовем так, не то что брошенные, они становятся без достаточного внимания, чтобы потом в дальнейшем могла она продуктивно и спокойно заниматься той деятельностью, которую она хотела, особенно если это ей хочется заниматься каким-то хобби своим, да, это хобби, которое связано в дальнейшем с доходом, да, определенным, это хобби, которое переходит в заработок и так далее. Поэтому в этом отношении надо, конечно же, всегда работать. Ну что ж, Гаврил Павлович, спасибо, что вы уделили время Полностью. и поделились своими Да. полезными инициативами. Вот такие открыточки, вот такая газета наша, вот такой, назовем так, такая вот небольшая посуда в ланчбоксе, да, это в подарок вам и розыгрышу, который проходит у нас до 22 марта. Спасибо, что позвали. Ну что ж, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.